Между тем, в Алекминском районе отметили юбилей села Солянка. К этому событию и жители, и местные власти готовились основательно. О том, что из этого вышло и как село отпраздновало свой юбилей, расскажет Елена Фаст. К юбилею приурочили открытие столь необходимых селу социальных объектов, как фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почта. Также торжественно был представлен памятник к 70-летию Победы. Открытие таких очень значимых объектов, конечно, очень большое дело. Тем более, как мне для моего родного села, и думаю, все-таки люди уже воспрямят духом и уже начнут жить с этого дня по-новому. Это же хорошо для Солянки. Все новое, все хорошее. Работала, функционировала все там. Вообще, только гостей прибыло. Очень много хорошо, очень хорошо. Солянка – село достаточно далекого расположения от центра. Многие жители здесь крещенные и хотели бы чаще посещать собор в городе. Но это и далеко, и накладно. Так, оценив ситуацию, глава Наслега решила открыть и осветить молельную комнату. За последние годы село изменилось. Появилась котельная часть, жители уже оценили благоустройство. Глава Наслега – человек, которому не занимать ни энергии, ни желания. Уже сегодня она думает на перспективу. В дальнейшем плане у нас, значит, подсоединить село Солянка к тепловым сетям. На сегодняшний день закончилось строительство второй котельной в конце деревни здесь нашей, поэтому у меня есть мечта, все село будет обеспечено теплом. И хорошая очень, значит, задумка у меня была, и в планах предвыборной программе у меня было, это построить водопровод для людей. А перспективы вполне реальные. Неподалеку будет располагаться один из узлов газопровода, а значит, вполне реальна перспектива трудоустройства. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК «Саха», Алекминск.